Нет, не страшно. Бояться нужно живых. Вообще, чем меньше человек знает, тем загадочнее это ему кажется. И вот это сочетание детектива и науки меня всегда очень... Еды нету. Приходится вот мамонта вот сейчас вот с раскопок взяли, сейчас вот его варим. Возраст этой пластины составляет несколько десятков тысяч лет. Ни один народ невозможно назвать коренным, а там такие памятники там показывали, я просто с ума сошел. Сейчас очень хорошее время для того, чтобы реализоваться в этой деятельности и получить неплохие дивиденды. Вот есть такое хорошее выражение, что в науку можно попасть случайно, но нельзя случайно в ней остаться. Я занимаюсь наукой уже 20 лет, и за это время, не скажу, что много, но были моменты, когда возникал выбор между наукой и каким-то другим видом деятельности. И тем не менее я продолжал и продолжаю заниматься научной деятельностью, нахожу в ней новые возможности. Наверное, говорит о том, что я все-таки в науке не случайно. А сам путь в науку связан, наверное, с двумя факторами. Первым, то, что когда мне исполнилось лет 12, когда вот в школе начинают проходить историю древнего мира, мне это было очень интересно. Вообще история мне всегда была интересна. Также я любил много читать, в том числе и исторические произведения. И вот в 6 классе, когда стали проходить историю Древнего Египта, Месопотамии, это, конечно, поражало воображение, это было очень интересно, и тогда у меня зародилась такая неосознанная мечта или желание стать археологом. И когда возник вопрос о поступлении в высшее учебное заведение, встал, так сказать, выбор поступать на филологический факультет или на исторический, но для поступления на филфак, для журналиста мне не хватало печатных работ, поэтому я решил поступить на исторический факультет и думал потом, что я там, когда поступлю на истфак, я переведусь и продолжу свою журналистскую деятельность. Для меня такое новое открытие это было знакомство и общение с Николаем Николаевичем Кочмаром. Был такой преподаватель на историческом факультете Якутского госуниверситета. Он выделялся из всех преподавателей, во-первых, своим ростом. Это был 2-метровый богатырь с широкой бородой, как лопата. А второе, это то, что он был очень интересный собеседник, интересный рассказчик, очень харизматичная личность, который обаял всех присутствующих, очень интересно рассказывал, увлекательно, и ты подневольно влюблялся в этого человека, в его общение, в его манеру. И, конечно, когда вот мы познакомились и начали общаться, ну, видимо, он увидел во мне какие-то задатки, зачатки того, чтобы я в будущем стал археологом. Так началось сначала наше общение на первом курсе, такое, ну, как бывает, общение преподавателя и студента, а потом Николай Николаевич взял меня в мою первую экспедицию, это была экспедиция 2001 года, это был сплав сплав от Алекминска до Булгунехтаха с целью научной инвентаризации наскальных рисунков Средней Лены. В этой экспедиции было всего 6 человек, я был самым младшим из всех, и для меня, как для городского мальчика, который вырос в городских условиях, который, в общем-то, не был привычен к какому-то сельскому труду и вообще каким-то вот таким житейским вещам, для меня вот эта поездка со взрослыми мужиками, вот эта походная жизнь полевая, где нужно приготовить еду, нарубить дров, там, починить моторы, там, по мели нужно тащить лодку. То есть там было много таких испытаний, которые для молодого человека
Ну, и они тогда мне не казались уж совсем уж какими-то невозможными, и мне это было интересно. И вот с 2001 года я уже окончательно и более глубоко стал заниматься именно археологией, стал читать научную литературу. И, собственно, вот это привело меня к тому, чем я занимаюсь сейчас. Мы живем в республике Саха-Якутия. Это самый большой и самый холодный регион не только в стране, но и на всей планете. И отношение к холоду у нас, жителей республики, довольно своеобразное. Оно очень отличается от восприятия других людей, которые не живут в таких условиях. Наверное, так же, как мы удивляемся историям о климате в каких-то южных жарких странах, когда говорят, что в тени температура 40 градусов, и мы поражаемся, как там жить и что там делать. Наверное, так же и они, думая о Сибири и о Якутии, о наших минус 50, минус 60 градусах, просто разводят руками, наверное. На примере археологии те факты, которые нам стали известны, позволяют говорить о том, что человек – это очень уникальное существо, которое обладает очень высокими адаптивными способностями. То есть вот живя обычной жизнью, там, не знаю, ходя в магазин, гуляя где-то по парку, мы даже не подозреваем, точнее, какие силы в нас скрыты. Потому что все вот эти наши лучшие качества, они спят до той поры, когда не возникает какая-то экстремальная ситуация. А холод – это очень экстремальная ситуация, с которой столкнулся древний человек. Вообще, холод, на мой взгляд, и создал современного разумного человека. Потому что именно борьба с холодом, борьба с тяжелыми природными условиями, трудность добывания пропитания, оно как раз и стимулировало развитие человеческой деятельности и нашей мозговой деятельности. Потому что, ну, вот это, если на фактах объяснить, значит, вот мы все в учебниках читаем, что человек произошел в Африке, оттуда он расселился по всему земному шару, и обывательски так стереотипно сложилось, что человек произошел от обезьяны. Но на самом деле и человек, и обезьяна – это два далеких потомка одного очень далекого предка, и происхождение которого до сегодняшнего дня еще не имеет окончательного решения. Действительно, самые древние находки предков людей, так называемых австралопитеков, были найдены в Южной Африке, даже не в Южной, а, извиняюсь, Восточной Африке. И считается, что это были люди. Были ли они людьми в том понимании, в котором мы это вкладываем, это пока большой вопрос. И возникает вопрос, а что, собственно, что случилось в жизни этих австралопитеков, что сподвигло их добывать огонь, обрабатывать каменные орудия? Какие изменения в их жизни произошли настолько, что они стали есть мясо, например? Ведь Африка, тропическая зона Африки, она очень богата питательными веществами, которые можно добывать без особых усилий и безопасности для личной деятельности. Возникает вопрос, может быть, с этими австралопитеками произошла какая-то экстренная ситуация, что сподвигло их прятаться в пещерах, добывать огонь, одевать одежду. Не очень понятно, зачем австралопитекам и их потомков одевать одежду, когда у них был довольно-таки мощный волосяной покров, который их защищал от, значит, от холода и других теснений. А может быть, дело было так, что когда австралопитеки развились в Африке,
А когда возникает большая популяция населения, всегда есть какая-то часть населения, которая основная масса отталкивает за пределы своего ареала. Это как бы закон биологии. То есть чем больше популяции, чем меньше ниша, всегда возникают какие-то особи, которые вынуждены уходить извне. И вот мы представим, что вот эти наши будущие, ну как наши наоборот предки, попали в такие жесткие экстремальные условия, а экстремальные условия связаны в первую очередь с холодом, потому что наш температурный режим, если нам очень холодно или нам очень жарко, это сразу меняет нашу вот обывательскую деятельность, нашу жизнь, которая заставляет нас искать какие-то более комфортные условия или создавать комфортные условия вокруг себя. Представим, что вот эти наши предки покинули свою родину, попали туда, где было несравненно холодно, чем на их родине, где не было тех питательных фруктов, овощей, которые можно было потреблять без какой-то обработки. Представим, что вокруг них было очень много хищников, которым подвергались нападению, тем более, что вообще человек из биологических существ, он наиболее слабый. У нас нет большой физической силы, клыков, зубов, крыльев, нет у нас никакого яда. То есть, в принципе, мы довольно беззащитны перед многими крупными хищниками. Но чтобы защититься, нужно прикладывать какие-то невероятные, в том числе и мозговые усилия для того, чтобы преодолеть вот это ожесточенное сопротивление. Возможно, именно поэтому наши предки стали прятаться в пещерах, там, где сравнительно сухо и тепло. И именно по этой причине они стали добывать огонь, чтобы обогреваться. Именно по этой причине они стали создавать одежду, потому что было несравненно холодно. И именно поэтому наш волосяной покров ныне стал довольно-таки незначительным, потому что когда появляется одежда, отпадает необходимость волосяному покрову в его регулировании. Стали есть мясо. Мы знаем, что обезьяны в большинстве своем это травоядные существа. Да, есть отдельные исключения. Те же самые гориллы, известно, что у них распространен такой факт поедания мяса, но это скорее как исключение. Человек же существо плотоядное, и в этом есть смысл, потому что маленький кусочек мяса дает тебе гораздо больше энергии, чем много фруктов, которые ты съешь, и которые снова надо будет добывать. Поэтому те факты, которые добыты историками и археологами, свидетельствуют, что человек, вот та цивилизация, которой мы сейчас обладаем, человек к ней пришел таким большим, длинным и сложным путем, и что, изучая их древнюю историю, можно восхищаться тем, какие все-таки сильные качества заложены в наших предках, которые больше трудились, больше занимались физическим трудом, больше передвигались, больше перемещались. Мы, к сожалению, люди современной цивилизационной эпохи, стали людьми с кнопкой. Мы нажимаем кнопку, нам приезжает машина, нажимаем кнопку, к нам привозят еду, мы нажимаем кнопку, разговариваем с человеком там за 100 километров от нас. И, конечно, мы становимся в этом смысле намного слабее, чем наши предки. Что ощущает кладоискатель? Что ощущает художник перед тем, как нарисовать? Конечно, мы ощущаем эйфорию, интерес, любопытство, потому что очень скоро мы откроем что-то новое, невероятное, давно забытое. Так что восторг. И, собственно, в нашей профессии это главное, наверное, эмоция, радость открытия. То есть, когда ты становишься свидетелем или первооткрывателем того, чего до тебя никто
не видел, не знал и даже не догадывался. И быть вот этим первооткрывателем, который первый открывает эти двери, это вот то ощущение, наверное, которое меня мотивирует для дальнейшей работы. Нет, не страшно. Бояться нужно живых, а не мертвых. Но это у нас в Якутии так сложилось, что основным памятником, который содержит в себе максимальный комплекс вещей и предметов, является погребение. Кургана у нас нет такого типа памятников, потому что у нас сложные климатические условия. Булгуняхи у нас все замерзают, это просто невозможно сделать. Нет никакого мифического страха, но я должен сказать, что сейчас современное поколение, в том числе и коренных якутов, оно уже перестает быть таким настороженным. Потому что вот у нас были раскопки в 2014 году в Аймиконе, село Берекюрде. Это между селом Аймикон и селом Тамтор. Мы проводили раскопки на булгуняхах древних захоронений 17-18 века. К нам приходили местное население, мужчины, женщины, дети, которые наблюдали за этим процессом. Не было никакого суеверного страха, не было никаких восклицаний, проклинаний. Наоборот, было все очень интересно. Люди нам помогали, соучаствовали. У нас много фотографий, где вот мы все рядом находимся. И в других населенных пунктах, куда мы приезжали для проведения раскопок, именно погребений, пожалуй, было всего, может, 1, 2, 3 случая, когда нам очень резко отказывали. В остальном люди относятся к этому с любопытством, потому что, как оказывается, мало кто знает об истинной истории своего родного края, потому что после революции, во время Великой Отечественной войны было большое переселение, извините за тавтологию, населения Якутии с места на место, что многие потеряли свои корни и, живя, допустим, в Верхневилюйском районе или там в Вилюйском районе, совершенно не знают вообще, какая была история там 200 лет, 300 лет назад. И мы вот, приезжие археологи из Якутска, наоборот, рассказываем, кто здесь жил, чем занимался и так далее. Сразу скажу, что никаких паранормальных вещей за все мои 20 лет раскопок не было. И даже намека на это. Все вещи, которые кажутся какими-то загадочными, имеют очень простое объяснение. И вообще, чем меньше человек знает, тем загадочнее это ему кажется. То есть нету никаких загадочных мистических происшествий. Были, наверное, я больше расскажу такое юмористическое. Вот в частности, в 2008 году мы проводили раскопки на реке Вилюй, раскопки среднепалеолитического памятника Мунхарема, где в том числе были найдены и значительные фрагменты костей мамонта. Там бивень, челюсть, какие-то кости. И во время раскопок, а у нас раскопки находились на горе 70 метров, а лагерь у нас был внизу. И, соответственно, мы те находки, которые добывали, мы их спускали вниз. И у нас там было небольшое местечко, где мы это все складывали. Вот здесь лежат находки, где-то чуть подальше у нас кухня, где готовится еда. И, конечно, к нам приезжали местные жители, рыбаки, охотники, спрашивали, что вы тут делаете, копаете. Мы с ними разговаривали. И в один раз вот тоже приехали обычные такие простые мужики, работяги. Приехали они к нам, как раз время шло к ужину. Вот мы только спустились с раскопок, принесли вот кости мамонта, тут у нас уже готовится еда, и мужики спрашивают вообще, как сейчас с финансированием науки, вообще там много ли вам платят и так далее. И у меня было такое хорошее настроение, говорю, да, платят вообще мало, еды нету,
Приходится вот мамонта вот сейчас вот с раскопок взяли, сейчас вот его варим, вот в кастрюле варится. Они говорят, а разве это можно? Я говорю, а что нельзя-то? Он же в мерзлоте же мясо, замороженное. Мы его откопали. Вот там немножечко ножичком срезали, все сейчас варится. Поэтому, пожалуйста, если хотите попробовать мамонта, милости просим. И я говорил это, достаточно, наверное, убедительно. Потому что они, видимо, не поняли, что это была шутка. И когда мы сели, поели, вот я не пробовал мамонта. А вот есть люди, которые пробовали мамонта. Поэтому я хочу, конечно, извиниться перед этими мужиками, которых я даже не знаю, как их зовут. То есть я помню, но уже забыл. Но мне кажется, я подарил в их жизни вот это какое-то замечательное ощущение, когда вот никто не пробовал мамонта, а они пробовали, они знают, какой он на вкус. Вот. Но это, кстати, говорит именно о том, что чем меньше люди знают, тем гораздо проще их во многих вещах убедить. И поэтому, пожалуйста, получайте образование качественное, потому что чем больше вы будете знать и чем больше вы будете во многих вещах ориентироваться, тем меньше будет возможностей вас обмануть. Актуальные задачи – это всегда поиск новых памятников и разработка научных концепций, которые позволяют объяснять историю древнего населения Якутии, как люди сюда пришли, чем занимались, как они выглядели и так далее. Но наиболее магистральными направлениями я бы сказал, что на сегодняшний день периодизация древней истории Якутии, она существует. Задача наша сейчас наполнить вот эту периодизацию более конкретным содержанием. В частности, у нас мало разработаны проблемы раннего и среднего неолита Якутии, какие исторические процессы здесь происходили. Требует новых фактов палеолит Якутии, в частности, от Деринга до дюктайской культуры, какие исторические процессы происходили. И еще одним таким белым пятном является история Якутии с раннего Железного века до XIV века. То есть, условно говоря, где-то с V века нашей эры по XIV. Потому что памятников этого периода у нас крайне мало. И что здесь происходило, пока большой вопрос. Ранний неолит 6000 лет назад, средний неолит 5000 лет назад, а поздний неолит 4000 лет назад. Самое мое главное увлечение – это, конечно, написание рассказов, и различных художественных произведений. Потому что я люблю писать, мне это нравится, у меня как вроде бы это получается. Поэтому в свободное от работы времени я занимаюсь сочинением различных сюжетов, например, на фантастические темы. У нас в России есть такой ресурс «Автор Today», где каждый автор может выкладывать свои произведения, и если оно интересно, он получает определенный процент от просматривания, его контента. Я вот таким. Я восхищаюсь, конечно, произведениями Дэна Брауна, «Код да Винчи», «Ангелы и демоны». И вообще вот это сочетание детектива и науки меня всегда очень вдохновляет. Также мне нравится творчество Кристофера Нолана, режиссера, который вот снимает интересные фильмы, режиссеров Вачовски, которые сняли «Матрицу». Вот такие. То есть мне всегда нравятся произведения с двойным или тройным дном. То есть когда вроде бы одна ситуация, но под другим углом зрения все оказывается наоборот. Очень мне нравится фильм «Водопад ангела» 2006 года, где снимались Лиам Нисон и Пирс Броснан.
в российском прокате он шел как водопад, где интересно, что там такой перевертыш. Главный герой, которому ты сопереживаешь и сочувствуешь, в конце фильма оказывается негодяем. Оказывается. И вот это меня очень заинтересовало. У нас, когда существовал Байкальский государственный университет экономики и права, там была студия «Навигатор» Андрея И, которая проводила конкурс телесценариев. И, если мне не изменяет память, в 2012 году, по-моему, я принял участие в конкурсе телесценариев на тему «Древние пещеры Якутии». Я подобрал материал, получился такой интересный продукт, и я получил приз за, так сказать, оригинальное произведение. Правда, никаких съемок не было по этому сценарию, но я эту телеверсию сделал в виде книги небольшой, которая достаточно быстро разошлась. Дерин-Кюрях – это такая большая сложная тема, с одной стороны, а с другой стороны очень простая. Ну, я вкратце расскажу, так сказать, предысторию для тех, кто не в курсе. Дело в том, что в 1982 году в местности Дерин-Кюрях, это где-то 140 километров от города Якутска, чуть ближе, чем Ленские столбы, сначала геологами, а потом археологами был раскопан памятник, где были найдены большие каменные скопления человеческих изделий, которые по данным палеомагдинной датировки был определен как несколько миллионов лет назад. В 1988 году была всесоюзная конференция на этом памятнике, которая доказала, что те изделия, которые там найдены, являются действительно продуктами человеческой деятельности, что датировка действительно очень древняя, но среди оппонентов возник вопрос, насколько она древняя. И до сегодняшнего дня большинство специалистов, палеолитчиков, склоняются к тому, что Деринг датируется возрастом от 300 тысяч лет, что в любом случае делает его самым древним памятником на территории Якутии. Но последние данные, в которых я, собственно, участвовал вместе с лабораторией Московского госуниверситета и Института мерзлотоведения, были получены данные, которые пока еще не опубликованы, которые доказывают, что возраст Деринга не такой уж и молодой, что открытия в этой части нам еще предстоят, и вообще, что проблема происхождения человечества, она настолько сложна, что некоторые находки и открытия, они как бы опережают время. Потому что сейчас накапливается все больше данных о том, что человечество все время удревняется. Вот в 50-е годы прошлого века в учебнике черным по белому было написано: человек произошел 1 миллион лет назад. Откройте сейчас учебник, и вы увидите, что там написано 4 миллиона лет назад. Поэтому памятник Деринг в 80-е годы, он еще не вписывался в те данные, которые были у научного мира. Сейчас отношение к нему более лояльное. И я уверен, что в таком обозримом будущем будут новые данные, которые нам позволят говорить о том, что вот эти миллионы лет, о которых говорил Юрий Алексеевич, это не просто цифра, которая вот взбрендила в голову, ее начали озвучивать, что это датировка, которая была подкреплена серьезными фактами. Вообще априори нету народов, которые жили в одном месте с древних времен и даже дожили до сегодняшнего дня. Потому что есть такое понятие, как... Но если люди никуда не передвигаются, ни с кем не перемешиваются, то они в конце концов вымирают. Это же объективно.
Поэтому все народы перемещаются с места на место. Поэтому термин «коренные народы», он уместен в порядке, ну, такой обозримой исторической перспективы, там, последние 2000 лет, там, то есть, ну, вот в рамках той письменной истории, которую мы знаем. А если рассуждать более широко, то ни один народ невозможно назвать коренным, потому что все вот передвигаются, перемещаются, люди уезжают, приезжают. Допустим, предки американских индейцев когда-то жили вот в Северо-Восточной Азии. Предки якутов когда-то жили в Южной Сибири и в Центральной Азии. Современное население Турции, тюрки, это тоже выходцы из Центральной Азии. Современное население Европы, венгры, болгары, это тоже тюрки, которые пришли из Азии. Вот. Поэтому с этой точки зрения можно рассуждать долго. Это вопрос тому, как оперировать этими фактами, данными, и вообще стоит ли это вот так сильно углубляться в это. В конце концов, все люди братья. Ну, я должен сказать, что археология будущего продолжит исследования, которые проводятся и сегодня, потому что археология как научная дисциплина существует всего чуть больше 200 лет, и понятно, что за 200 лет изучить и все то наследие человечества, которое накапливалось несколько миллионов лет, если мы говорим о происхождении человека. Вот в 2017 году я был на Всероссийском археологическом съезде, где был доклад о том, что наши российские ученые в Индии обнаружили целую культуру возрастом около, по-моему, 5000 лет назад, о которой вообще никто не слышал и не видел. А там такие памятники там показывали, я просто с ума сошел, потому что вот, пожалуйста. Это уже при современных цивилизационных возможностях, там спутниковые каналы, связи и так далее. Другой вопрос, что археология будущего, она будет более углубленная, то есть новые современные методы позволяют даже там из одной крупинки, из одного зернышка, одного камешка делать такие далеко идущие выводы, такие возможности, которые, конечно, не снились нашим предшественникам, но которые вот позволяют нам более компетентно утверждать какие-то представления. Поэтому, конечно, археология будущего, с одной стороны, она будет более разноплановая, более такая сосредоточенная, а с другой стороны, она будет, наверное, вот дробиться на вот различные узкие мелкие темы, и это будет мешать вот такому общему восприятию. Поэтому ученым будущего надо всегда понимать свою сверхзадачу, то есть вот какую у тебя общая историческая картина, и непосредственно свой вклад в эту картину. Если мы говорим о научных открытиях, то значит, в последнее время у научного мира Сибири и Дальнего Востока возникает интерес к таким крупнопластинчатым индустриям Сибири и Дальнего Востока. Имеется в виду, что когда заготовка орудия делалась не из цельного камня, а вот на основе вот такой широкой пластины. Дело в том, что у нас в Якутии существует такой памятник Усть-Черко, это бассейн реки Вилюй, где обнаружена вот целая культура вот таких вот крупных пластин. И эта традиция, она не только типично характерна для Якутии, это вообще в целом для широкого мира, в том числе на Алтае. На Алтае такую традицию называют карабомовская, культура карабом. Вот весной приезжали к нам коллеги из Новосибирска, сотрудники Института археологии и этнографии вместе с руководителем института, членом-корреспондентом Андреем Иннокентьевичем с очень якутской фамилией Кривошапкиным.
которые заинтересовались этой культурой, и вот в рамках ее изучения мы планируем совместные, значит, мероприятия в этой части. Пока договорились о аналитической работе тех материалов, которые уже имеются, и в дальнейшем практически. Ну вот, допустим, вот эта находка найдена в 1975 году, то есть эта находка уже старше, чем я, на стоянке Черкуо, а датируется возраст этой пластины составляет несколько десятков тысяч лет. Ну, кажется, что это очень много для человеческого разума, но камень – это самая прочная порода, и после нас это еще пролежит 50, а то и 100 тысяч лет, и ничего не изменится. Просто обратите внимание, что это большая крупная пластина, которая была снята с большого крупного камня. Вот здесь вот есть такой ударный бугорок, который показывает, что расщепление происходило именно в этой точке. Потом древний человек взял эту пластину и начал рихтовать ее боковые края для того, чтобы использовать как режущий край. Значит, он специально снял часть пластины вот в этой части, создавая такие грани для того, чтобы это было удобно брать в руку. Вот это, в частности, заготовка тоже такой же пластины, только если это использовалось, ну, скорее всего, в качестве орудия, то это, видимо, была просто заготовка, это такой технический отход производства, потому что здесь она не очень ровная, не очень она слишком выпуклая, что не очень удобно для производства ряда операций. Это диабаз. Это вот такая порода. Ну, она как кривый щипится, да? Нет, она очень пластичная, то есть она не крошится. Вот кварцит, вот эта порода менее пригодная для расщепления. Это очень удобная, но она и более тяжелая для расщепления. Но зато ей можно придать ту форму, которая тебе необходима. Кремень, он, конечно, получше, как камень. Диабаз, он потяжелее, но вообще люди из хрусталя такие вещи делают, что можно подивиться, как теми методами они вот это делали. То есть вообще мы древнего человека никогда не поймем, потому что он жил в совершенно другой категории, а вам как философу это даже более понятно, что он жил в другой вообще мифологеме, да? Ну как, в другой философии жизни. То есть вот мы живем, мы знаем, что мир большой, есть Солнечная система, космос, Млечный Путь. У нас уже, что мы часть какого-то прям большого мироздания. Что есть другие континенты, есть другие люди разных национальностей, разных рас. А раньше человек вот жил, вот была река, было озеро, вода, звезды, все там. То есть его мышление в этом смысле, конечно, было ограничено. Вот. Потом у него были другие представления о том, что хорошо и что такое плохо. Отношение к смерти было другое. Смерть была тогда, ну, это обычное явление, и люди, ну, не могу, конечно, так утверждать, что они не боялись умирать, но они знали, что существует загробный мир, и жизнь будет продолжена. То есть другое отношение было. Ну, от чего получают удовольствие ученые? Ну, от трех вещей. Первое – это творческая часть. Когда ты изучаешь тему, когда ты становишься ее первооткрывателем, когда ты открываешь новые миры. Вторая часть – это, я бы так сказал, практическая. То есть это путешествие, особенно в работе археолога, это различные экспедиции, это участие в конференциях, это общение со многими людьми. То есть это вообще вот такой широкий спектр общения с разными людьми там, и народами. Ну и третье, что сейчас, в общем-то, археологу можно вполне прилично заработать. Сейчас существует такой механизм, как государственная историко-культурная экспертиза, которая позволяет археологам вполне приличные деньги. То есть, когда говорят, что вот
наука, копейки, ничего не платят, это уже не соответствует действительности. Сейчас финансирование по части государственной историко-культурной экспертизы довольно-таки значительное. Конечно, это не миллионы денег, что там можно себе на дворец там заработать, Мерседес и так далее, но, условно говоря, там на квартиру, на машину и для того, чтобы там ездить в отпуск с семьей куда-то и не чувствовать, что это прям сильно накладно, это сейчас вполне достижимо. Поэтому я призываю молодых людей, ребят и девушек, которые интересуются историей. Если вас интересует история Якутии и вообще история России, история Сибири, Дальнего Востока, сейчас очень хорошее время для того, чтобы реализоваться в этой деятельности и получить неплохие дивиденды, как творческие, так и материальные. С 2010 года по 2015 год я занимался в составе международной российско-французской экспедиции раскопками якутских погребений на северо-востоке республики. Это Верхоянский район, Аймиконский район. И по результатам работ я защитил диссертацию в 2019 году в Алтайском государственном университете в городе Барнауле. И чем ценна эта диссертация? Тем, что весь материал, который в ней представлен, я лично добывал, открывал. То есть я прошел весь путь от находок до публикации моей диссертации, которая через год выйдет в качестве монографического издания.